Грамотами президента страны и медалями за вклад в организацию акции «Мы вместе» наградили активистов ОНФ и студентов топливно-энергетического колледжа. Труд волонтеров оценили по достоинству. Это и участие в добровольческих акциях. Они также внесли свою лепту в борьбу с коронавирусом. Тему продолжит Дана Плиева. Это моя первая награда. Очень приятно. Не только приятно, но еще и волнительно. То, что ее скромный труд оценит на таком высоком уровне, Хеди Мамергова и не думала. Когда коронавирус накрыл регион прошлой весной, девушка вместе с другими студентками топливно-энергетического колледжа взялась шить маски на дому. В такой тяжелый период для всей нашей страны мы смогли помогать хоть чем-то для своего народа, для своей республики. Очень приятно. Спасибо большое за такую возможность, за такую награду. Это очень для нас важно. Почетными медалями за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции «Мы вместе» и грамотами от президента страны 9 активисткам вручают представители ОНФ. Среди награждаемых, помогавших другим в самый непростой период, как студенты, так и педагоги. Домашние хлопоты и дистанционные занятия не помешали Зариме Матиевой не остаться в стороне. Конечно, были какие-то свои проблемы, связанные с размещением швейного оборудования и все такое. Но если захотеть, можно совсем справиться. На тот момент я не думала, что так оценят мои такие попытки включиться в эту работу, помочь своей республике, чем могу. Но конечно, приятно, что это заметили и это высоко оценили. Маски в начале распространения инфекции в республике были буквально на вес золота. Особенно остро в них нуждались врачи, бросившие все силы на борьбу с опасным вирусом. Топливно-энергетический колледж одним из первых предложил свою помощь и присоединился к акции «Мы вместе». За все это время здесь шили порядка 11 тысяч многоразовых масок. Их волонтеры ОНФ раздали в различные учреждения, в основном медицинские. Активисты с начала пандемии оказывали помощь во всем. Кто-то медикаментами, кто-то оказывал помощь горячим питанием, потому что у врачей не было возможности даже уходить с работы, они вахтовым методом работали. Кто-то транспорт предоставлял, кто-то маски шил, одноразовую посуду предоставляли в медицинские организации. То есть все, что было можно использовать, все, чем можно было помочь, люди делали. К всероссийской акции ОНФ в регионе подключилось около 100 добровольцев. Народные фронтовики также запустили свой благотворительный флешмоб «Тележка добра» по сбору продуктов питания. Неравнодушные жители наполняли корзины продуктами первой необходимости. Их волонтеры развозили по адресам малоимущим и маломобильным жителям. Волонтеры откликнулись и на призыв врачей о нехватке крови в связи с карантином и охотно делились частичкой жизни. Простая забота, поддержка и внимание в трудную минуту также не остались незамеченными. Более 50 активистов ОНФ наградили медалями Народного фронта и грамотами от президента страны. Это еще один стимул для ингушских волонтеров творить добрые дела и дальше. А с окончанием пандемии акция «Мы вместе» не закончится, а станет постоянным проектом. Дана Плиева, Майрбек Миржоев, Новости 24.